Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Нефть преодолела техническое сопротивление в $72 за баррель и в настоящий момент торгуется выше $73, что поддерживает сырьевые валюты. Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро. По прогнозам финансовых экспертов, рост нефти на этой неделе продолжится, что позволит рублю и далее отыгрывать ранее утраченные позиции. Добавляют оптимизма отложенные санкции Соединенных Штатов. Многие восприняли это как попытку Запада наладить диалог с Россией. Сегодняшний курс Центробанка 61,5 рублей за доллар и 76 рублей за евро. Дополнительную поддержку рублю на следующей неделе окажет начало налогового периода. Регионам выделят дополнительно 16 миллиардов 400 миллионов рублей на повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая. Решение одобрено трехсторонней бюджетной комиссией, сообщил на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России глава Министерства труда Максим Топилин. Это второй транш из федерального бюджета. Первый составил 20 миллиардов рублей. Цитата. «Мы будем контролировать движение средств в регионах. Закон о повышении зарплаты должен быть исполнен нормальным образом», сказал министр. Кроме того, Минтруд может отказаться от такого понятия, как потребительская корзина, а бедных будут учитывать не по соответствию их дохода прожиточному минимуму, а по другим принципам. Полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке плохо организована работа по развитию лесопромышленного комплекса. Дальний Восток в худшую сторону отличается от общероссийских показателей. Отстает от России, например, освоение расчетной лесосеки в 2 раза – 17% вместо 30%. По объему инвестиций всего 5,2% от общего российского объема инвестиций в лесную отрасль. Работа по развитию лесного комплекса на Дальнем Востоке организована неудовлетворительно. Буду об этом докладывать председателю правительства Российской Федерации. В Якутии до конца года будет переселено более 300 человек из 167 помещений аварийного жилфонда. На реализацию этих планов в бюджете республики предусмотрено 500 миллионов рублей. Размер софинансирования программы из бюджетов муниципальных образований составит от 2 до 20%. Сегодня объем аварийного жилищного фонда в республике, по данным Минстроя Якутии, составляет 1 миллион 345,5 тысяч квадратных метров. Это самый большой объем аварийного жилья в России. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда республики составляет 16,5%, в том числе аварийного 6,5%, что является самым большим показателем в Дальневосточном федеральном округе. Со следующего года планируется запуск новых механизмов нового большого этапа реализации российской госпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Законопроект, который предусматривает создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, должен быть разработан Минстроем России совместно с федеральными органами исполнительной власти и представлен в правительство Российской Федерации до 1 июля 2018 года. Предприятия группы компаний Starway к 25 апреля будут готовы начать навигацию на реке Лени в Якутии. К этому времени будут сданы в эксплуатацию все причалы и подписаны акты готовности на суда, перевозящие грузы в верховьях реки. По прогнозам метеорологов, ледоход на Верхней Лени ожидается 1 мая. Осетровская судоходная компания планирует подготовить к навигации суда, зимовавшие в Осетрово, уже к 20 апреля, остальные к 25 апреля. Наиболее масштабные ремонтные работы по замене обшивки компания провела на теплоходах «Дубровский» и «Кошевой», самоходном контейнеровозе СК-2051 и буксире РТ-712. Все суда укомплектованы экипажами. Также к 25 апреля будут в техготовности 8 единиц флота судоходной компании «Якутск», которые находятся на верхнем участке Лены. Остальные, расположенные на нижнем участке, где река вскрывается гораздо позже, будут готовы начать навигацию к 15 мая. Правительство Российской Федерации рассматривает возможность увеличения госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5000 рублей с 3500. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Также предполагается установить размер пошлины за государственную регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе нового поколения в 1500 рублей. За выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов предлагается установить пошлину в размере 3000 рублей. В правительстве полагают, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения. Республика Тыва стабильно занимает среди российских регионов лидирующую позицию по уровню бедности среди населения. Здесь почти каждый второй житель находится за чертой бедности. Об этом сообщил Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Также к бедным территориям можно отнести Алтай
Алтай и некоторые регионы Кавказа. По данным Росстата, в 2016 году, статистика за 2017 еще не подведена, 42% населения Тывы имели доход ниже прожиточного минимума. Следом шли Ингушетия с 32% и Калмыкия с 31%. В республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области бедным был каждый четвертый житель. Всего в стране на 2016 год насчитывалось более 19,5 миллионов бедных. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.